Разрешается ли соблюдать пост после середины месяца Шаабан? Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Почему возникает такой вопрос? Потому что есть хадисы пророка, алейхиссалату вассалам, о запрете соблюдения поста после середины месяца Шаабан. А также есть хадисы пророка, алейхиссалату вассалам, в которых говорится, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, держал большую часть месяца Шаабан. В некоторых риваятах приводится, что полный месяц Шаабан посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, соблюдал пост. Так, как же нам понять эти хадисы пророка, алейхиссалату вассалам? Как ученые объединили эти хадисы пророка, алейхиссалату вассалам? Какое мнение шафиитских ученых насчет данного вопроса? Мнение ученых шафиитского мазхаба: запрет касается того человека, который без причины начинает только после половины месяца Шаабан и соблюдает желательный пост. А если человек связывает пост с первой половиной месяца Шаабан, то есть до середины он начал держать пост, хоть за один день, к примеру, с 15-го он начинает, 15, 16, 17 и продолжает. То есть ему не запрещено, ему можно. Или же если у человека есть пропущенные посты, он восполняет пропущенные посты месяца Рамадан. Или у человека был надру пост, он соблюдает надру. Или же у человека есть кафара посты, то тогда тоже можно. И можно, если у человека есть адат, он, к примеру, каждый понедельник и четверг держит желательный пост. То есть, когда наступает вторая половина месяца Шаабан, он будет продолжать. Ему тоже не запрещается, он будет продолжать держать понедельник и четверг пост. То есть, как мы поняли, запрет только на того человека, который не связывает это с первой половиной, у человека нет обязательно каба надру, и у человека нет адата, который каждый понедельник, четверг или же другой адат через день, который, чтобы он держал пост. А просто без причины, начиная со второй половины, держит пост. Вот тому человеку запрещается харам держать пост во второй половине месяца Шаабан. Аллаху алям, Аллах лучше знает. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.